Конечно, в этом свете хотелось бы всех поблагодарить за участие организаторов, всех наших выступающих коллег, все ваши доводы, все ваши высказывания будут нами учтены для дальнейшей работы и в соответствующем порядке направлены нашим исполнительным органам власти. Да? И в этом свете хотелось бы, конечно, всем сказать следующее. Мы имеем в виду, сегодня обсуждали статью Михаила Ефимовича, и в котором он, косвенно, может быть как-то завуалированно, рассказывал о новом этапе управления, административного управления в России, который мы, историки, обсуждают о нескольких этапах реформ, административных реформ, и сейчас мы свидетели новой реформы, по которым мы говорим национальные проекты, да, то есть проекты управления, это уже в Москве, в федеральных органах нашей власти вошло, так сказать, уже входит, становится обыденностью, становится обычным явлением. Да, к сожалению, наша республика на низовом звене, конечно, на уровне главы и так далее, уровне правительства это все интеграция идет, на уровне министерств, но, к сожалению, на местном низовом уровне это явление, это, как сказать, течение мы до сих пор, по-моему, не поняли и до сих пор не знаем, как туда интегрироваться, как вести себя в этом русле. Поэтому хотелось бы, коллеги, мы, наверное, не будем этим совещанием заканчивать, да, будем уже собирать у людей непосредственно их предложения. И хотелось бы, чтобы все эти предложения оформлялись в свете национальных проектов, чтобы мы с федеральными структурами уже разговаривали более предметно. Хотелось бы, чтобы не быть голословым, сказать о том, о чем мы не услышали. Мы не услышали, допустим, о проекте Минэконома развития России «Книга лучших решений», по которым непосредственно выделяются деньги. Да. Мы не услышали о Всероссийском конкурсе лучшей муниципальной практики. Да. Допустим, Хангаласский УЛУС говорил, что у него будет, между наследниками будет конкурс, но почему-то они заявку на российский конкурс не подают. Это говорит о том, что мы можем, о такой угрозе, что мы можем опять на местечковом, на нашем уровне поговорить и потом, на этом разойтись. Надо все предложения, все высказывания оформлять в виде каких-то далеко идущих и обоснованных проектов. Потому что если мы будем говорить, что мы хотим так сделать, мы хотим это сделать, без федеральной подпитки, без федеральных проектов, где можно интегрироваться, куда мы можем, и общественная палата наша имеет свои рычаги там, и мы уверены, что наше правительство в этом нас поддерживает. Без таких решений, без таких предложений мы ограничимся таким разговором. Поэтому в будущем хотелось бы, чтобы мы разговаривали более предметно, но тем не менее я считаю, что разговор состоялся, люди искренне выступали, люди выступали очень эмоционально некоторые даже, и поэтому хотелось бы, чтобы на этом мы не заканчивали, и в будущем, чтобы все-таки мы все свои предложения делали с учетом федерального республиканского уровня, чтобы можно было тиражировать, чтобы можно было интегрировать и чтобы можно было развивать. Спасибо большое.